За постановление о заключении соглашения между правительствами Республики Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла, которое представлял замминистра иностранных дел Кантаня, члены правительства проголосовали единогласно. Также поддержали и проект соглашения между правительствами Абхазии и России о взаимном признании дипломов образования и квалификации. По словам министра образования и науки Адгура Кокоба, из-за отсутствия закона об образовании до сих пор подобного соглашения между двумя дружественными государствами не было, хотя необходимость в нем назрела давно. По представлению министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, правительство утвердило положение о лицензировании деятельности по монтажу, наладке, техническому обслуживанию автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров. При утверждении положения о порядке лицензирования деятельности по импорту этилового спирта, оптовой реализации импортируемой алкогольной продукции и пива, исполняющий обязанности министра экономики Адгур Ардзинба отметил, что несмотря на некоторую либерализацию процедуры получения лицензии, усилен контроль над исполнением соответствующего закона. По представлению Адгура Ардзинба внесены изменения в постановление Кабинета министров от 2005 года о порядке расчета за электроэнергию в Республике Абхазия, которые предусматривают повышение на 80 копеек тарифа за электроэнергию для владельцев домохозяйств, гостиниц и отелей, потребляющих свыше 20 киловатт. Мы вынуждены это делать, потому что у нас потребление растет очень сильно. В прошлом году у нас потребление электроэнергии увеличилось на 10%, даже на 11 практически процентов. Мы уже подошли к пику, у нас не хватает энергии, имеется в виду той энергии, которая может быть доставлена качественно до потребителя, ее катастрофически уже не хватает. В городе Гагра, Гагрском районе, Гудаутском районе мы просто уже не можем подключать новые объекты. У нас киловатт, я думаю, это мера необходимая, она диктуется сегодняшней ситуацией, поэтому это правильно, я считаю. Более того, тут говорили не раз, да, это о собираемости электроэнергии, это не проблема. В первую очередь, конечно, должен быть флагманом в этом деле Черноморэнерго, но это проблема всего нашего правительства. Нам надо будет от уровня Министерства экономики тоже, конечно же, продумать меры, как это сделать. Исполняющий обязанности министра экономики Адгур Ардзинба представил коллегам постановление, над которым абхазская и российская стороны работали более 9 месяцев. Речь идет о мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Абхазии в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы. Помимо 1 миллиарда 200 миллионов рублей, направляемых через инвестиционное агентство на кредитование бизнеса, будет выделено еще 940 миллионов рублей. Это российская финансовая помощь, которая будет направляться на реальный сектор экономики. То есть вот те 9,3 миллиарда рублей, которые на Абхазию направляются за 2-3 года, из них 940 миллионов, практически 1 миллиард, мы согласовали, что пойдет на поддержку нашего бизнеса. Здесь предусмотрены широкий спектр механизмов поддержки наших предпринимателей. С помощью вот этих бюджетных инвестиций, этих средств, которые дает нам Российская Федерация, в том числе субсидирование процентной ставки по кредитам, в том числе субсидирование затрат на приобретение сельхозоборудования, произведение работ по сельхознаправлениям, в том числе соучастие государства в инвестиционном проекте до 50%. При рассмотрении постановления о выделении земельных участков на строительство курортных объектов у ряда министров возник вопрос, действительно ли будут строиться курортно-оздоровительные комплексы, как это указано в постановлении. По утверждению исполняющего обязанности министра по курортам и туризму в Тандилагарске, до сих пор не построено ни одного санатория или оздоровительного комплекса. Получив разрешение с такой формулировкой, собственники строят лишь гостиницы. Члены правительства высказали мнение о целесообразности внести поправки в Земельный кодекс и налоговое законодательство. В нынешней редакции за строительство санаторно-оздоровительных комплексов предусмотрена меньшая ставка земельного налога, нежели при строительстве гостиницы. Именно этот пункт, по мнению членов правительства, требует изменений. Амра Амичба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.